Это программа «Актуальное интервью», в студии Иван Лазаренко. Здравствуйте. 21 ноября 2020 года – особая дата. Она связана со столетием одного из выдающихся ученых-правоведов, организатора высшего юридического образования в Якутии, ветерана Великой Отечественной войны Михаила Федорова. И о его жизненном пути и его вкладе в юридическую науку мы сегодня поговорим с нашим гостем. Это председатель Конституционного суда республики, председатель Якутского регионального отделения Ассоциации юристов России, доктор юридических наук, профессор Александр Кимкимен. Александр Николаевич, здравствуйте. Здравствуйте. Насколько я знаю, Михаил Федоров был первым из якутов, получивший ученую степень кандидата юридических наук. Что, на ваш взгляд, стало толчком к тому, что он стал именно юристом? Но здесь нужно увязать это с его биографией, поскольку он в 1939 году закончил одногодичную юридическую школу и после его окончания работал в Амгинском районе прокуратуре, потом работал в Усть-Алданском районе, потом был назначен прокурором Алданского района и в последующем, уже в 1961 году, стал прокурором Якутской автономной Советской Социалистической Республики. И обучаясь в высшей партийной школе при ЦК КПСС, он начал интересоваться наукой. И благодаря своей усидчивости, целеустремленности он начал уже готовить себя к научной деятельности. И подспорьем этому стало то, что он в свое время пришел после прокуратуры работать в Институт языка и литературы Академии наук, и работая там начал готовить свою кандидатскую диссертацию, причем его кандидатская диссертация была посвящена проблематике советской государственности, и у него есть очень хорошие книги, рассказывающие про то, как развивалось конституционное строительство в Якутии, начиная с первых текстов Конституции, заканчивая Конституцией Республики Саха-Якутия, по которой мы сегодня живем. Поэтому он первым из народа Саха защитил кандидатскую диссертацию, и затем он стал первым доктором юридических наук. И причем он защищал свои диссертации в Москве. Кандидатскую диссертацию он защитил в Институте государства и права Академии наук СССР, а докторскую диссертацию он защищал уже на диссертационном совете Московского государственного университета имени Михаила Васильевича Ломоносова. И у него были очень талантливые научные руководители, известные ученые. И, конечно же, то, что он в последующем написал очень много крупных работ в сфере права, говорит о том, что он является очень таким подготовленным юристом. Михаил Михайлович был участником Великой Отечественной войны. Расскажите, пожалуйста, об этом этапе его жизни. Ну, я вообще в начале беседы вы сказали, что 21 ноября это особая дата в нашей республике, поскольку исполняется 100 лет Михаилу Михайловичу Федорову. Я здесь хотел бы отметить, что Михаил Михайлович Федоров является большим патриотом Якутии. Он является защитником Отечества, он является солдатом Победы, и он является прокурором республики, он является основателем высшего юридического образования. Вот почему Арсений Сергеевич Николаев, глава Республики Саха-Якутия, 7 августа подписал распоряжение о создании организационного комитета по мероприятиям, посвященным столетию Михаила Михайловича Федорова. И этот оргкомитет возглавляет Ольга Валерьевна Балабкина. И отвечая на ваш вопрос, я хотел бы отметить, что действительно Михаил Михайлович вырос в далеком селе Черкёх Таркинского улуса. И вот в свое время он ушел на фронт, работая в системе прокуратуры. И он с самого начала войны хотел записаться добровольцем, но был призван уже только в 1942 году. И в последующем он сражался на Западном фронте в составе 2-го Украинского фронта. И здесь я хотел бы отметить, что он был очень таким отважным воином, да, и об этом говорит тот факт, что он
участвовал в боевых действиях в качестве комсорга 3-го стрелкового батальона 487-го стрелкового полка 143-й Конотопско-Коростенской краснознаменной ордена Суворова стрелковой дивизии. При этом в его активе участие в прорыве обороны немецко-фашистских захватчиков на Днепре, это северное Киева, в освобождении тяжелыми боями городов Коростень, Оливск, в окружении крупной группировки вражеских войск в районе западноукраинского города Ковель. И вот во время очередного наступления в районе Иванкова 9 ноября 1943 года Михаил Михайлович получил первое ранение в левую руку, а в последующем 26 марта 1944 года во время сражения под станцией Кашары западнее города Ковель был тяжело ранен в обе ноги, живот и левую руку. Вот почему из-за тяжести ранений он был госпитализирован в город Чернигов. Здесь я должен отметить, что согласно справке архива военно-медицинских документов Министерства обороны СССР, в результате ранений Михаил Михайлович был признан ограниченно годным в военной службе. Вот почему его перевели в запасную дивизию Киевского военного округа, и в новой должности он сопровождал эшелоны советских войск, побывал почти на всех фронтах, в том числе Прибалтике, Польше, Чехословакии, Румынии, на Дальнем Востоке, и даже добрался до города Мешхеде в Иране. И был уволен, демобилизован с армии только в 1946 году. Михаил Федоров, работая в прокуратуре Якутии, занимался реабилитацией представителей интеллигенции республики. О чем может свидетельствовать этот факт его биографии? Да, вот он, значит, на самом деле, действительно, как вы правильно отметили, имеет огромные заслуги в том, что он реабилитировал лучших представителей якутской интеллигенции, основателей якутской государственности. Вот одним из таких фактов является то, что он в своей правозащитной деятельности, даже не поддаваясь грубому нажиму партийных органов, честно и принципиально выполнял свой служебный долг прокурора республики, и через судебные органы он добился полной реабилитации и восстановления гражданских прав писателя методиста Ивановича Сафронова. Потому что, значит, вот вернул народу его светлое имя, и это стоило ему очень больших усилий. Для этого он встречался с заместителем генерального прокурора Союза СССР, работал в различных архивах для того, чтобы доказать, что это был честный человек. Также он занимался специальным расследованием по поводу реабилитации Степана Максимовича Аржакова, который был в свое время осужден к 8 годам заключения в исправительно-трудовой колонии по сфабрикованному делу, по так называемому центральному делу. И он также занимался вопросами Габышева Александра Гавриловича, тоже одного из основателей Якутской АССР. Поэтому мы считаем, что он внес такой большой вклад в реабилитацию лучших сыновей нашего народа. И мы, конечно же, должны признать, что когда он работал прокурором республики, было строительство вот этого каменного здания, который мы сейчас видим, где республиканская прокуратура. Там две очереди. Вот первая очередь была построена именно Михаилом Михайловичем Федоровым. Также у него большой вклад в целевой подготовке кадров. Он через Генеральную прокуратуру СССР добился целевой подготовки юридических кадров в Свердловском юридическом институте, Харьковском юридическом институте. И как я отмечал в начале, он действительно делал очень многое для того, чтобы система прокуратуры и в целом республика имела достойные юридические кадры. Михаил Михайлович Федоров – это ученый-правовед и основоположник высшего юридического образования в нашей республике. Скажите, насколько было сложно в то время доказывать необходимость открытия юридического отделения здесь, именно у нас в Якутске? Да, для того, чтобы открыть юридическое отделение, как мы с вами говорили, он сначала защитил кандидатскую диссертацию, докторскую диссертацию, имел ученое звание доцента, потом получил ученое звание профессора.
И благодаря его настоятельным постановочным вопросам при поддержке тогдашнего ректора Арьяна Ильича Кузьмина, декана историко-филологического факультета Ивана Григорьевича Спиридонова, ему удалось в 1982 году открыть заочное отделение правоведения при историко-филологическом факультете. Причем дневное отделение было открыто только в 1988 году. И я являюсь его учеником, поскольку с 1984 по 1990 год я обучался в стенах Якутского государственного университета и под его руководством подготовил свой дипломный проект, который назывался «Политика, правовые аспекты повышения статуса Якутской автономной Советской Социалистической Республики». Я защитил свой диплом в мае 1990 года и получил диплом с отличием, за что я ему благодарен. И в 1984 году по его настоянию я был избран заведующим кафедрой правоведения. И 1994 года мы вместе с ним занимались вопросами обеспечения кадрами, вопросами оказания методической поддержки с Московским государственным университетом, в том числе персонально с Михаилом Николаевичем Марченко, тогда он был первым проректором Московского госуниверситета, добивались целевых мест в аспирантуре Московского госуниверситета. И мы очень рады, что сегодня достаточно большое количество у нас остепененных преподавателей. В том числе, конечно же, вот мы гордимся Петром Васильевичем Гоголевым, который более 10 лет был деканом юридического факультета и сегодня является доктором юридических наук. Мы гордимся Ольгой Валерьевной Балабкиной, мы гордимся Любовью Егоровной Летучик, которая является председателем Верховного суда Республики. Гордимся Сергеем Васильевичем Местниковым, заместителем председателя правительства, Алексеем Дьячковским, заместителем генерального директора акционерной компании «Алроса». И этот список можно продолжать. Уполномоченный по правам человека Сардана Михайловна Гурьева и так далее. Вот здесь я хотел бы отметить, что Михаил Михайлович действительно сделал очень такую серьезную систему. И в чем это заключалось? Во-первых, я хотел бы привести в качестве примера, что мы совместно с ним, а также с Ольгой Дмитриевной Максимовой, его внучкой, которая сегодня является доктором юридических наук, деканом юридического факультета Московского гуманитарного университета, разработали концепцию развития юридического образования в Республике Саха-Якутия на период 1995-2000 годы. И венцом реализации этой концепции стало то, что в 2000 году у нас образовался уже самостоятельный юридический факультет Якутского госуниверситета. И тогда вот нам поддержку оказывали ректор Василий Васильевич Филиппов в 1995 году. Он, председательствовал на ученом совете. И при организации факультета уже Алексеев Анатолий Николаевич. Несмотря на ограничительные меры, которые сейчас действуют, торжества, посвященные столетию Михаила Федорова, все же проводятся в эти дни, в основном, конечно, в онлайн-формате. Что отмечают участники этих мероприятий, насколько плодотворно развивают современные юристы наследие, оставленное Михаилом Федоровым? Но здесь, прежде чем ответить на этот вопрос, я хотел бы еще заострить ваше внимание на том, что Михаил Михайлович Федоров является одним из отцов новой государственности, поскольку он активно участвовал в разработке декларации о государственном суверенитете, в разработке проекта Конституции Республики Саха-Якутия, благодаря чему существует у нас триумвират власти, благодаря чему избирается у нас глава республики, парламент республики. И я хотел бы отметить, что Михаил Михайлович активно участвовал при разработке проекта федеративного договора и нового проекта Конституции Российской Федерации. В этом его значительная роль в развитии государственности. И вот почему мы очень рады, что в эти дни с 17 по 20 ноября у нас проходит международная научно-практическая конференция, посвященная его столетию. И эта конференция сегодня рассматривает проблемы Арктики. Вы знаете, что наш общенациональный лидер Владимир Владимирович Путин недавно утвердил основы государственной политики по освоению Арктики. И благодаря этому программному документу, благодаря наличию у нас Министерства по вопросам Дальнего Востока и Арктики, у нас ведется очень активная работа, в том числе в Республике Саха-Якутия у нас создано отдельное министерство по делам Арктики и по делам народов Севера.
И благодаря вот этой целевой работе у нас много внимания уделяется развитию коренных малочисленных народов Севера. И вот я, выступая на заседании научно-практической конференции в стенах Института законодательства и сравнительного правоведения, говорил о том, что мы сегодня должны бороться за интересы России в Арктике, потому что сегодня это самый центральный геополитический вопрос. И здесь не только военное присутствие решает роль, а еще и решающую роль имеет то, что мы в популяционном плане, те оленеводы, рыбаки, охотники, они доказывают, что Север освоен. То есть коренные малочисленные народы Севера, они несут важную охранительную функцию российского государства. Вот почему они, конечно же, вправе надеяться на определенные преференции со стороны государства в части уровня оплаты труда, в части пенсий. И я очень благодарен жителям Севера. И недавно вот в Высшей школе инновационного менеджмента открылось отдельное направление. Это именно по подготовке кадров для Арктики. Я, выступая на открытии этого нового курса, говорил о том, что кадры будут решать многое, поэтому я хотел бы поблагодарить НВК «Саха», программу «Якутия-24» за ваш интерес. Хотел бы сказать, что день рождения Михаила Михайловича Федорова, он имеет для нас очень большое значение, хотя мы сейчас работаем и живем совершенно в другой период времени, связанный с пандемией, но тем не менее мы, ученики Михаила Михайловича Федорова, оптимистичны и будем делать все возможное, чтобы, как говорится, развивать нашу республику, поскольку в 2022 году мы будем отмечать столетие Якутской АСР, а в 2032 году мы будем уже отмечать 400-летие вхождения Якутии в состав великого российского государства. И за все эти годы представители Якутии достойно защищают интересы России, в том числе с оружием в руках, в Первой мировой войне, во время Второй мировой войны, Великой Отечественной войны. Поэтому я сегодня рад рассказать о деятельности Михаила Михайловича Федорова. Александр Николаевич, я благодарю вас за эту беседу. Спасибо, что ответили на наши вопросы. Всего вам доброго. Спасибо вам. Это была программа «Актуальное интервью». И сегодня моим гостем был председатель Конституционного суда республики, председатель Якутского регионального отделения Ассоциации юристов России, доктор юридических наук, профессор Александр Кимкимен. Берегите себя и своих близких, обязательно носите маски, дезинфицируйте руки и соблюдайте социальную дистанцию. До встречи в эфире.